В феврале свой профессиональный праздник отмечают российские ученые. 301 год назад Петр I основал Академию наук. О том, как развивается эта сфера в республике, мы сегодня поговорим с директором управляющей компании научно-образовательного центра Башкортостана Натальей Латыповой. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как сейчас у нас строится научное образование в Башкортостане и как в целом развивается эта сфера? Наука у нас идет вперед семимильными шагами. Вы все прекрасно знаете, что президент поставил задачу увеличения процента на исследования и разработки до 2% от ВВП. И действительно, наука сейчас становится одним из таких стимулов, мощных драйверов для развития не просто фундаментальных исследований, но для тех разработок, которые внедряются в производство, в промышленность. У нас растет доля отечественных технологий, используемых, растет доля инновационной продукции, которую производят наши компании. Поэтому сейчас наука выходит за пределы фундаментальных исследований, сращивается фактически с экономикой, производством. И, конечно, у нас Республика Башкортостан обладает огромным промышленным потенциалом, и здесь наука за последние несколько лет стала активным помощником наших предприятий. Благодаря этому активно развиваются молодые ученые, меры поддержки встраиваются в программы. И действительно, наука поднимается на новый уровень, и это очень радует. Наталья Сергеевна, расскажите, пожалуйста, об успешных примерах. Как выглядит сейчас современный ученый в Башкортостане? Сегодня сформировался образ нового молодого поколения ученых. Это успешный молодой человек, который строит свою научную карьеру, занимается с предприятиями, разработками, которые будут внедряться. Растет новое поколение студентов, аспирантов. Вот совсем недавно у вас в студии был руководитель передовой инженерной школы Вавилов Вячеслав Евгеньевич. Вот как раз один из примеров удачного, успешного молодого ученого, который уже 36 лет доктор наук, у которого есть целое небольшое уже практически предприятие в рамках университета. И таких молодых ученых должно становиться больше. Самое главное в наших умах, ученый должен быть, выглядеть именно таким. Мы запустили флешмоб в рамках Евразийского НОЦ «Я ученый Башкортостана». И в течение следующей недели в социальных сетях ученые будут рассказывать про свою работу, но и про свою обычную жизнь. И мы настояли на том, чтобы фотографии, которые выкладывались, они показывали не только работу ученого в лабораториях, в университете, но и показывали то, как ученый реализует себя в жизни, и действительно, чем занимается, какие хобби, для того, чтобы правильный образ ученого в наших умах сформировался. Многие студенты вуза, да и в целом ученые, хотят заниматься наукой и занимаются некоторые из них. И все-таки на какие меры поддержки они могут рассчитывать, чтобы получить какую-либо помощь от государства и региональных властей? Но действительно сейчас, когда мы разговариваем с студентами, аспирантами и пытаемся донести одну простую вещь, что сейчас ученые – это наиболее поддерживаемая в плане карьеры область. Ни в одной профессии, наверное, сейчас таких мер поддержки от государства нет. И от Республики Башкортостан, конечно, благодаря главе республики сейчас реализуется очень много мер. Мы стали в прошлом году лучшими в России по мерам поддержки молодых ученых. Это и жилищные сертификаты, больше 130 человек уже за последние 2 года получили сертификаты. Это и стажировки в России и за рубежом. Это тоже уникальная программа. Насколько я знаю, в других регионах России ее нет. И с такой большой завистью коллеги, ученые из других субъектов, смотрят, когда наши ученые ездят в Арабские Эмираты стажироваться, в Израиль, в Москву, в лучшие научные центры. Это и гранты. Вот совсем недавно глава республики подписал указ о учреждении премии «Молодой ученый года». 5 премий по 150 тысяч рублей, которые будет вручаться 7 лучшим молодым ученым. Есть премия в области науки и техники, есть отдельно молодым ученым премии. Гранты – это только республиканские меры поддержки. Сюда добавляются федеральные меры поддержки, которые тоже очень широкие. Сейчас аспиранты могут рассчитывать на стипендию президента России, которая в прошлом году была 70 тысяч, но она еще будет увеличиваться. То есть это аспирант, который только-только начинает свои шаги, и уже такие существенные меры поддержки. Поэтому, когда мы разговариваем со студентами, с родителями, мы всегда говорим, путь ученого, он сейчас не только престижен и не только позволяет сделать что-то новое, иногда буквально изменить мир, но еще позволяет выстроить такую понятную карьерную траекторию с очень серьезными мерами поддержки со стороны государства. Научно-образовательному центру Башкортостана уже 5 лет. Расскажите, что дает ваша компания как раз-таки молодым ученым и тем, которые до сих пор творят, созидают? Действительно, НОЦ очень много сил тратит на именно поддержку молодых ученых. Одни из
последних программ, во-первых, это образовательный трек. У нас молодые ученые учатся на программах академический английский, научное наставничество. Часть из них закончили курсы MBA Science в сфере науки, 8 модулей, которые завершили стажировкой в Китае. У нас есть клуб молодых ученых, созданный, в рамках которого мы приглашаем молодых ученых на лекции ведущих научных сотрудников, которые к нам в Башкирию приезжают, знакомим с предприятиями, проводим мастер-классы, вот такие чаепития небольшие, да, обмен опытом, когда ученым очень интересно общаться между собой, как говорится, физики и лирики вместе замечательно общаются, междисциплинарные проекты создают. Это различные стажировки. В прошлом году, наверное, несколько десятков молодых ученых съездили на стажировки. Это и молодежные лаборатории, которые мы создаем. 10 молодежных лабораторий в рамках НОЦ создано, функционирует. Практически это 60 молодых ученых, которые в рамках этих лабораторий получают финансовую поддержку. Ну и, соответственно, они же и первые у нас едут на все стажировки, получают информацию о самых значимых мероприятиях. И мы их привлекаем, в том числе в средства массовой информации. Вот тоже по распоряжению главы республики сейчас запущен фотопроект молодой ученый Башкортостана. И на остановках, билбордах сейчас к Дню науки на этой неделе вы, ну и в том числе в кампусе, конечно, вы увидите наших молодых ученых, их портреты, их достижения. Поэтому вот это тоже одна из мер поддержки уже такого морального стимулирования. Да и в межвузовском кампусе я неоднократно бывал, у вас столько лабораторий, возможностей заниматься наукой там, и лаборатории ГНТУ, УНИТ, других вузов, и даже на беспилотниках можно летать. Да, кампус – это очень мощный стимул для того, чтобы развиваться в сфере науки, потому что он помогает делать профессию ученым модной и показывать, что наука – это не какая-то вещь за закрытой стеной в лаборатории, а что это сфера деятельности, которая вот рядом, можно прийти, пощупать. И мы проводили опрос, какие интересные мероприятия вы бы хотели посетить в рамках Дня науки. И там была экскурсия, знакомство с учеными там, и так далее. И вот на втором месте после экскурсии это как раз я хочу познакомиться с ученым. То есть людям интересно действительно познакомиться с учеными, и в рамках кампуса как раз эта возможность и будет. То есть кампус дает возможность науке быть ближе к людям, популяризировать ее. Ну и, конечно, самим ученым работать в таких современных лабораториях, но по высшему стандарту оформленных, это, конечно, большое счастье. А наиболее популярные это все-таки гуманитарные и технические науки, вот если так анализировать? Но на самом деле все науки важны, нельзя выделять какие лучше, какие хуже. Действительно, несколько лет был небольшой перекос в области, в сторону технических и естественных наук. Гуманитарии, казалось, несколькими мерами поддержки были ограничены, но сейчас перечень приоритетов научно-технологического развития президентом подписан, и в том числе одно из 7 направлений как раз социогуманитарное. Поэтому сейчас популярностью пользуются все специальности, но нельзя даже сказать, в какой области больше ученых. То есть в том числе нашим опросам примерно в равной степени идут естественные науки, технические, гуманитарные. Просто кто-то больше любит математику, кто-то физику, кто-то юриспруденцию, экономику. Поэтому абсолютно все важны, и неважно, какую область вы выберете, можно стать успешным абсолютно в любой из них. Поделитесь планами ближайшей деятельности научно-образовательного центра. В ближайшее время мы запускаем, во-первых, второй поток программы MBA Science по подготовке управленцев в сфере науки. Также у нас в планах провести буквально февраль-март несколько лекций ведущих ученых. Будут посвящены оба лекции, скорее всего, химии. Это одно из основных направлений развития республики. Плюс у нас намечается, тоже всех желающих приглашаем, научная экскурсия к 8 февраля, к Дню науки, но и не только. То есть весь год мы продолжим наши уникальные научно-популярные экскурсии. Приглашаем тоже всех желающих, они бесплатные, очень интересные, в том числе по кампусу. Ну и, конечно, одно из, даже можно сказать, самое основное направление – это сопровождение работы наших лабораторий, которые первые шаги уже сделали, исследования провели. Теперь наша большая задача, чтобы эти исследования превратились в реальные внедренческие разработки. То есть сейчас идет активная фаза работы с предприятиями для того, чтобы наработанные в рамках лаборатории НОЦ технологии, продукты начали выпускаться, начали применяться. То есть этот и следующий год – это уже фаза внедрения. Поэтому ждите результатов в своих домах, на своих столах. Я думаю, что все скоро будет. И, насколько я знаю, вы личным примером тоже показываете, что наукой заниматься это все-таки круто.
Ну, да, наверное, про то, что я тоже являюсь еще пока молодым ученым, кандидатом наук. Действительно, мой карьерный путь тоже сложился с науки, и меры поддержки перечислены, тоже ряд из них пользовался. Действительно, такой мощный стимул. В науке можно развиваться в разных треках, и в том числе в области административной работы, это тоже очень важная часть. Но вот то чувство счастья, когда у тебя опубликовалась первая статья Scopus, это, наверное, ну, такие непередаваемые ощущения, хочется сразу творить. Или эмоции, когда ты защищаешь диссертацию от того, что ты, да, смог, что это такой сложный путь, но ты доказал, что ты, да, ты ученый. А вот эти эмоции, наверное, действительно подстегивают к тому, чтобы заниматься наукой, чтобы оставаться в науке. И я желаю всем нашим молодым студентам, аспирантам, искренне желаю эти эмоции испытать, остаться в науке и стать успешным. Ну и, конечно, поздравляю с наступающим Днем науки, профессиональным праздником всех ученых, всех стремящихся мечтателей к разработкам, к изменению мира, вот, ну, положительных эмоций, новых открытий, новых разработок. Благодарю, Наталья Сергеевна, за беседу. Желаю вам и всем молодым ученым, да и в целости всем ученым развиваться и новых творческих свершений. Спасибо большое. А это была программа интервью. До свидания и до скорой встречи.